صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Кому выплачивается закат? Мы должны знать, что это 8 категорий людей. 8 категорий людей, которых упомянул Аллах Субхану ва Тааля в своей книге, в суре Тауба, сказал Субхану ва Тааля: «Иннама садакату лиль фукараи валь масакин, валь амилин алейха, валь муалафати кулубухум, ва фир рикаб, валь гаримин, ва фи сабилиллах, ва бнис сабиль». Так Аллах Субхану ва Тааля говорит: поистине садакат, то есть здесь речь идет о закате, выплачивается лиль фукара, беднякам, валь масакин. Фукара, валь масакин, и то, и другое бедняки. Мы скажем очень бедным фукара и бедным масакин. Валь амилина алейха, и тем, которые работают в сфере заката. Валь муаллафати кулубухум, и тех, чьи сердца привлекаются. Ва фир рикаб, и рабам, которые выкупают себя. Валь гаримин, и тем, у кого есть долги. Ва фи сабилиллах, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, и на пути Аллаха, وَابْنِ السَّبِيلِ, и путникам, фаридатан мин Аллах, как обязанность, установленная Аллахом, определенная Аллахом. Аллаху алимун хаким, Аллах, Он знающий, мудрый. Когда Он устанавливает какие-то обязанности, Аллах Субхану ва Тааля, Он знающий, мудрый. Давайте разберем эти категории, которым выплачивается закат. Первая категория, как говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Иннама садакату ли фукара». Фукара. Первая категория — фукара. Кто такие фукара? Фукара — это те, которые не находят ничего из того, что им нужно для их жизни. Хорошо? Для их насущных потребностей. Ничего не находят. Или находят что-то. Что-то находят, но это меньше половины того, что им нужно. Хорошо? В таком случае им дается из заката. Дается из заката, если есть, конечно, исламское государство, казна исламская, хорошо, то из заката им выдается то, что необходимо им и их семьям для существования в течение года. Хорошо? Вторая категория, лиль-фукара, сказано дальше, валь-масакин. Хорошо? Валь-масакин. То есть вторая категория — это аль-масакин. Кто это аль-масакин? Аль-масакин, да, тоже бедные, но которые находят половину или больше половины того, что им нужно из их насущных потребностей, но не полностью. Таким дается тоже то, что необходимо их и им семьям на этот год. Третья категория — валь амилина алейха, тем, которые работают в сфере заката. О ком идет речь? Речь идет о тех людях, которые по поручению правительства, они собирают закат с людей, занимаются распределением заката, раздачей заката, хорошо, записью, фиксированием, подсчетом, бухгалтерией это все и так далее. Им тоже выдается из имущества заката в каком количестве? В таком количестве, какой бывает заработная плата, хорошо, для подобного труда. Но это при условии, что нет зарплаты от государства, от правительства этому человеку за его работу. В таком случае выдается из заката. Хорошо? А если зарплата есть, тогда не выдается из заката ему. Итак, это третья категория. Четвертая категория — это кто? Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валь муаллафати кулубухум». Муаллафати кулубухум — те, чьи сердца привлекаются. Кто это такие? Те, чьи сердца привлекаются, это две группы людей. Первая группа людей — это мусульмане. Вторая группа, второй вид тех, чьи сердца привлекаются, это неверующие. Это неверующие. Кто подразумевается? Это какие-то люди, которые занимают высокое положение в своих народах, в своих племенах, хорошо, в своих странах. И есть надежда, что если им дать что-то из имущества, то это поспособствует принятию ими ислама. Или, по крайней мере, они не будут вредить исламу, распространению призыва, дава. Хорошо? Или, если принял ислам этот человек высокопоставленный, хорошо, принял он ислам, но ислам еще слабый у них. Тоже им дается из заката для чего? Чтобы укрепить их в религии.
Хорошо? Или чтобы какого-то врага они могут от мусульман отвратить их вред, в таком случае также. Это вот эта категория, 4 категория. Им дается из заката сколько? Столько, чтобы это как-то привлекло их сердца. Хорошо? Это какая группа у нас? 4 группа. 5 группа. 5 группа сказано фир-рикаб. Фир-рикаб, что это значит? Рикаб это то, что называется аль-мукатабун. Кто это мукатаб? Мукатаб это такой раб, невольник, который выкупает себя у хозяина. Хорошо? Он выкупает себя у хозяина, то есть хозяин его согласился, чтобы он себя выкупал у хозяина, и он начал выкупать себя, ему дается из заката столько, чтобы он что выкупил себя. Причем, то, что мы сказали, хорошо, в данном случае он тратит только на что? Он тратит именно на это. Хорошо, потому что ему дано для этого, а не для другого. Дальше 6 категория. 6 категория это аль-гарими. Хорошо, филь-гарим. Аль-гарим это тот человек, у которого есть долг. Здесь есть 2 вида. 2 вида. Человек, который из-за каких-то нужд своих пришлось ему взять долги, и он оказался в долгах. В таком случае, братья, ему дается из заката имущества. Хорошо, мы можем давать такому человеку из заката имущества, чтобы он погасил свой долг. При этом он не может использовать эти деньги на себя. Он использует именно их по назначению, для того, чтобы освободиться от долгов. Второй вид это кто? Второй вид это такие люди, которые сами, в принципе, являются богатыми, то есть не являются нуждающимися. Хорошо, из числа мусульман, но они отдали свои деньги для того, чтобы примирить какие-то 2 группы из мусульман. Предположим, 2 племени, 2 рода, между ними идет какая-то что? Вражда. Чтобы их примирить, он дал деньги. Хорошо, например, расплатился за кисас, который есть между ними. Он дал свои деньги. В таком случае ему дается из денег заката то, что он потратил на это. Хорошо? Ну, пример этого сражение между 2 группами из мусульман. И один человек их примирил, взял на себя уплату дия. Хорошо, уплату дия взял на себя. Что ему дается в таком случае? Ему уплачивается то, что он потратил. Хорошо? Из денег заката. Даже если это человек богатый. Даже если он богатый. Это какая категория? 6. 7 категория фи сабилилля. Фи сабилилля на пути Аллаха. О ком идет речь? Речь идет о воинах, которые сражаются на пути Аллаха Субхану Тааля, и у них нет у них зарплаты. Хорошо, в таком случае дается. Или есть зарплата, но маленькая зарплата. Хорошо, у военных маленькая зарплата, им не хватает. В таком случае дается им. То есть то, что необходимо им для этой борьбы на пути Аллаха Субхану Тааля дается. Сюда же относят уляма в эту категорию тулябуль илм. То есть людей, которые ищут шариатское знание. То есть изучают шариат для того, чтобы доносить это до уммы. Хорошо? Изучают религию. В таком случае также им дается. Это тоже фи сабилилля. Это тулябуль ильм, то есть искатели знания, которые изучают шариатское знание. Эти ученики, хорошо, которые изучают, им также дается. Хорошо? Они тоже входят в эту категорию фи сабилилля, на пути Аллаха Субхану ва Тааля. 8 категория. 8 категория это Ибн Сабиль. Ибн Сабиль, кто это Ибн Сабиль? Ибн Сабиль это путник, как мы сказали, но не всякий путник. Это такой путник, который не может продолжать свое путешествие, не может продолжить свой путь и вернуться к себе домой. Почему? Потому что он оказался без денег. В таком случае ему дается из заката то, что необходимо ему для того, чтобы он смог добраться до своего дома. Даже если человек, может быть, у себя там в стране он богат, у него есть деньги, но добраться до туда он не может, в таком случае ему дается это Ибн Сабиль. То есть мусафир. Он мусафир, но не просто мусафир. Мусафир, у которого нет денег добраться до дома. Хорошо? Даже если он там дома богатый, но что-то случилось, он оказался без денег. В таком случае из заката ему дается. Можно ли платить деньги кому-то другому, помимо указанных 8 категорий? Дается ли закат или нет? Нет, не дается. Хорошо? Даже если это какое-то благое расходование денег, угодное Аллаху Субхану ва Тааля, это уже будет
не закат. Но именно с имущества заката не платится. Как, например, постройка школы, или постройка больницы, или постройка, например, мечети. Платится оттуда или нет? Нет, не платится. Закат не платится на это. Это уже другие расходы. Хорошо? Дальше, время выдачи заката. Нужно знать, что закат, когда наступило время его выдачи, когда стало обязательно, наступило время выдачи, то тогда, если у человека есть возможность выдать его, то он должен сделать это сразу. То есть задерживать выплату заката нельзя. Если ты обязан выплатить в это время, хорошо, то задерживать выплату заката нельзя, если только не крайние обстоятельства какие-то у тебя. Или, например, твое имущество где-то далеко, хорошо, в какой-то стране. Или, например, человек сам не может быть, он под арестом, хорошо, или еще что-то, и так далее. Поэтому только в крайних обстоятельствах. Почему обязательно выдавать закат сразу? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ваату хаккаху яума хасади». Выдавайте то, что обязаны выдавать с этого, в тот день, когда собирается этот урожай. То есть, на что это указывает? Сказано яума хасади, в тот день, когда собирается урожай, что нельзя задерживаться с этим. Хорошо? И Аллах Субхану Тааля говорит: «Ваату закат», давайте закат. Мы знаем, что если есть приказ, по правилам усуль фикх, если есть приказ, то приказ, он означает, что нужно спешить с этим. Раз Аллах приказывает что-то, нужно спешить с выполнением приказа. А можно раньше времени выдать закат? Это вопрос, мы говорим, можно, но не больше, чем на 2 года вперед. Или меньше того срока. Хорошо? В таком случае, хорошо, только можно. Вопрос, где выдавать закат? Лучше всего, если человек выдает закат в той стране, где он находится, в той земле, где он находится. А если же в этой стране нет никого, кто нуждается в закате, бывает так, в таком случае уже может он, например, выдавать в другие какие-то страны, в другие земли, в таком случае может. Нужно сказать, что человеку, который собирается выдавать закат, ему нужно приготовиться к выдаче заката заранее. То есть, значит, за несколько дней до этого он должен посчитать уже, сколько у него есть имущества, сколько он должен выдавать. Для чего это нужно делать заранее? Чтобы потом не задержаться с выплатой заката. Хорошо? Кроме того, позаботиться нужно заранее о том, кому ты будешь выдавать закат. А не тогда уже, когда наступил этот день, начинает человек искать, кому мне дать закат. Хорошо, заранее позаботиться об этом, чтобы также не задержаться с выплатой заката. И последнее, о чем мы поговорим, иншаллаху та'аля, это какие есть правила или нормы при выдаче заката. Есть свои адабы, конечно, их много. Есть те, которые являются обязательными, есть те, которые являются желательными. Человек должен обязательно, который выдает закат, ему нужно стараться вот эти вот адабы соблюдать. Ну, во-первых, первое, это то, что, конечно, необходимо, без этого невозможно никакое поклонение, это ихляс. То есть искренне ради Аллаха Субхану Тааля это давать, желая только лика Аллаха Субхану Тааля, а не того, чтобы люди сказали, он выдает закат, или чтобы прославиться среди людей. Нет, ради лика Аллаха Субхану Тааля. Дальше желательно, не обязательно, но желательно выбирать для выдачи заката самое лучшее из твоего имущества. Мы сказали, что обязанностью является выдавать что? Среднее. Но если ты дашь то, что лучше, самое лучшее, что у тебя есть, то это лучше, потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Лан таналу л-бирра хатта тунфику мимма тухиббун». Вы не достигнете благочестия, пока не будете тратить из того, что вы любите. И следующая норма, норма благопристойности здесь, это, что человеку скрывать это, не показывать людям, что он выдает закат. Почему? Потому что это ближе к ихлясу. Это ближе к ихлясу, это дальше от рия, дальше от поиска славы. Хорошо. Кроме того, это и бедняку тоже, что хорошо. Бедняку хорошо, когда человек не делает это открыто, а выдает это тайно, потому что бедняку так, что, может быть, кто-то стесняется или считает что это какое-то унижение, поэтому это лучше. Но только есть исключение. Если, конечно, только в выдаче открытой заката нет пользы. Польза может быть. Например, люди не хотят выдавать закат, человек хочет показать пример, и поэтому дает это. Все зависит от намерений. Хорошо? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Ин тубду садакат фани'махи». Если вы даете садакат открыто, то это хорошо. Мы сказали, когда есть для этого что?
особенно польза. А если вы будете скрывать и давать беднякам, то это для вас лучше. Следующая норма. Нельзя свой закат нарушать попреками. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит, обращаясь к верующим, «Ля тубсилу садакатикум биль манни валь аза». Не теряйте свои садака, не нарушайте свои закаты. Хорошо, не сводите их на нет посредством чего? Упреков и нанесения каких-то обид людям, которым ты выдал этот закат. И, конечно, важно, чтобы тот, кому ты даешь закат, чтобы это был человек, который действительно заслуживает этого. Хорошо? Чтобы это не была привычка просто. Есть человек, который сидит и ждет, и знает, что каждый год ему будет выдаваться закат. Хорошо? И не старается что-то сделать, не старается работать, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он сказал, что нет доли в закате у того, кто богатый, то есть не нуждается в этом, нельзя ему давать закат. Хорошо? Или же он сильный и может зарабатывать деньги. Поэтому ты должен смотреть, чтобы тот, кому ты даешь закат, это был действительно человек, который нуждается в этом, заслуживает этого. И ты должен стараться найти тех, кто наиболее нуждается и наибольшее право имеет на то, чтобы получить деньги заката. Хорошо? И если в одном человеке собирается несколько причин, по которым он заслуживает закат, это еще лучше. Как, например, человек, смотрите, он, во-первых, бедный, он талибуль ильм, хорошо, и он еще, предположим, родственник. Он еще родственник. Но такой родственник, которому ты не должен давать содержание так или иначе. Потому что есть близкие родственники, которых ты должен содержать и так. Им закат не дается. Хорошо. Им полагается нафака, содержание. Но такие родственники, предположим, со стороны матери какие-то родственники, которые бедны, но имеют с тобой родственную связь. Это еще лучше. Хорошо, в таком случае. Это что касается вопроса заката. Вкратце, мы прошли за эти дни эту тему. Мы просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он принял от нас и сделал полезным то, что мы изучили. И чтобы объединил нас, собрал нас с вами всех вместе в садах Его благодати и простил наши грехи. Ва саллаллаху салям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббил алямин. Ва джазакумуллаху хейр.